Время, минуты складываются в часы и недели, годы в десятилетия. И Великая Отечественная война для вновь пришедших поколений становится далекой историей. Но есть вечные символы, есть и вечная память. Память о людях, не пришедших с военных полей, и тех, кому посчастливилось вернуться с победой и заняться мирным трудом. К их числу относится и Хидият Садыкович Кусибаев. Всегда помню Хидията Садыковича как одного из активных, неравнодушных к истории, к судьбе города, горожанином, гражданином, руководителем. При его непосредственном участии в музее были созданы стенды, освещающие ход Великой Отечественной войны, стенды, посвященные воинам-землякам нашего города, нашего региона, участников Великой Отечественной войны. Были переданы документы музею, и он являлся активным составителем книги памяти. Дата для проведения вечера памяти Хидията Садыковича была выбрана не случайно. 2 февраля 1943 года завершился разгром немецко-фашистских войск в ходе Великой Отечественной войны на Волге, вошедшей в историю как Сталинградская битва. Хидият Садыкович был ее участником. Исполняющий обязанности главы города Айнур Идрисов поблагодарил собравшихся и отметил, что Родина в большом долгу перед ветеранами, которых, к сожалению, сегодня осталось очень мало. Он подавал пример всем нам. Я бы хотел просто выразить благодарность и ему, и всем нашим ветеранам за ту вашу работу, которую вы ведете, которую он вел, за то, что они воспитывали наше будущее, нашу молодежь. А вот старшее поколение отметило, что о войне стали забывать. Дети мало знают о тех страшных событиях. В последнее время искажаются и многие факты, переписывается история, подменяются понятия героизма, патриотизма, любви к родине. И пока живы те, кто знает о Великой Отечественной войне, не понаслышке, кто защищал нашу землю от нашествия полчищ фашистов, нужно рассказывать молодому поколению, не стесняясь и не преумаляя подвига советского солдата на передовой и в тылу. Хидият Садыкович всегда об этом нас учил, никогда не забывать о людях, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Нужно всегда помнить о тех людях, которые, не жалея сил, обеспечили мирный труд наших людей, и в настоящее время мы живем в мирное время. И одним из первых является Хидият Садыкович. И его помнят всегда, и о нем говорить. Начальник отдела военного комиссариата республики по городу Сибай Хайбулинскому району Ринат Забиров отметил, что Хидият Садыкович прожил интересную, долгую жизнь. Нынешней молодежи было чему поучиться у ветерана. Сегодня мы не имеем права забывать о героических поступках наших предков. Как видите, оставил воспоминания о своей службе, о своей жизни, что является приятным исключением. Наши ветераны войны обладали всегда скромностью такой, что и мало рассказывали о войне всегда. К сожалению, сейчас мы мало знаем. Если бы каждый ветеран оставил свои воспоминания, а их было несколько тысяч в городе Сибай в свое время, наверное, была бы многотомная энциклопедия, наверное, в Сибае, и из воспоминаний наших дедов. Хидият Садыкович Кусибаев прошел большой и интересный жизненный путь. Более 45 лет из них отданы работе на самых различных поприщах. Наш герой трудился и в газете, и в должности председателя исполкома райсовета. Участвовал на выставке достижений народного хозяйства. После выхода на пенсию он продолжил активно сотрудничать с городским музеем, помогал составлять книгу памяти. Хидията Садыковича не стало в ноябре 2012 года. До своего 97-летия он не дожил чуть больше месяца. До последних дней своей жизни он не терял бодрости духа, не признавал старость и оставался молод душой. Таким его мы будем помнить всегда. Елена Афанасьева, Альфия Анчурина, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдин, телекомпания СТВ.